этот человек сам себя всю жизнь делал. С самого, будем так говорить, от детства, юношества, как только его со школьной скамьи забрали на фронт, как он прошел школу младших командиров и стал командовать взводом, ротой, батальоном, он все время закалялся. Он все время сам себя делал. Понимаете, достигнув, будем так говорить, таких успехов, закончив войну героем Советского Союза, да еще с представлением его к званию дважды Героя Советского Союза, в чине майора, его оставляют в вооруженных силах. Он соглашается. Он соглашается, и сразу поступает в академию. В академию, которую блестяще заканчивает. И я скажу, и это тоже, знаете, вот его дар, вот то, что дали ему родители и Всевышний, он действительно никогда, не имея родословной военных, вдруг становится настоящим военным. Да, знаете, он был до ногтя военным. Я скажу, что у него выправка до 90 лет, пока он умирал. Это надо было видеть его стать. Это был человек, с которого надо было лепить и лепить фигуры. Он был очень немногословный, настолько немногословный, но четко выражающий свою мысль, что он хочет и что надо. И это, в общем-то, помогло нам всем, как-то поглядывая на него, беря пример с него, определить свое и будущее, дальнейшее, военное. Как-то незаметно прошло время. Время, оно, в общем-то, судья нас всех. И вот по истечению такого огромного, я скажу, времени, после того, как уже даже ушел Сагадат Ходжахмедович, 10 лет, о нем все вспоминают с теплотой, вспоминают как о настоящем герое своего народа. С Сагадат Ходжахмедовичем судьба нас свела после моего космического полета. Только в 1991 году я увидел первый раз Сагадата Ходжахмедовича. А в 1992 году, уже когда создавался у нас комитет обороны, президент назначил Сагадата Ходжахмедовича председателем этого комитета. И его первым заместителем назначил меня. И с этого момента мы с ним познакомились, и наша, будем так говорить, судьба некоторое время шла бок о бок. Конечно, Сагадат Ходжахмедович пришел не молодым человеком возглавлять или создавать военную мощь нашего государства. Он пришел уже в зрелом возрасте, и его мировоззрение на все окружающее было в соответствии с его прожитыми годами в то время, которое он прожил. Поэтому в этом возрасте успеть за всем тем, что происходит в мире, в науке, было, наверное, невозможно. Но надо отдать должное, что Сагадат Ходжахмедович при этом при всем сумел в Казахстане создать
наши вооруженные силы. Я скажу, что Сагадат Кожахметович предложил огромные усилия для того, чтобы костяк командиров, генералов с Туркво оставить у нас. Это было, знаете, поголовное бегство в то время. Ему досталось очень такое хлопотное хозяйство. Когда сегодня было какое-то соединение или, значит, какая-то часть, а на завтра эта часть снимается полным ходом, все и уходят. И уходят, каждый на свою территорию, как говорится, по национальности. И тогда было принято решение создать правовую основу наших вооруженных сил. И мы срочно под его руководством, под непосредственным руководством принялись создавать вот эту основу. И я скажу, что очень большое внимание он уделил социальному положению военнослужащих. В то время многие офицеры были бездомные, многие военные ютились где попало, поэтому надо было их всех обеспечить. Зарплата была мизерная. Вы можете представить, на сегодняшний к доллару было $10 зарплата генерала. Вы можете представить, что это такое, когда уже буханка хлеба стоила, очень большие деньги. Мы приходили на работу в 8 часов, уходили с работы мы в 1-2 ночи. И это считалось нормой. Почему? Потому что мы в то же время еще и учились жизни, той жизни, в которой мы оказались. В это время Сагадат Кожахметович проявлял великую мудрость и терпение. Он каждого командира части, который дислоцировался на территории Казахстана, знал по имени-отчеству. Это меня поражало. Время неумолимо. Сейчас мы говорим о нем в прошлом. Хотя, знаете, до сих пор его слова у меня в ушах звенят. И скажу, что Казахстан, казахстанцы должны быть благодарны этому великому человеку, который создал надежную крышу над Казахстаном, надежные стены. Это дело рук Сагадата Кожахметовича. Поэтому все те, кто сейчас служит в армии, они никогда должны не забывать это имя. Я хочу сказать, что та плеяда, военная плеяда, Бауыржан Мамышұлы, Талғат Якубекович Бегельдинов, Сагадат Кожахметович. В общем, много было людей, которых можно быть пример. Разве можно забыть подвиг Қошқарбаева? Мы с гордостью называем их имена, мы с гордостью вспоминаем их подвиги. Тем, кто сейчас бережет и охраняет благополучие нашей Родины, я хочу пожелать такой же судьбы, какой прожил Сагадат Кожахметович. Быть честным, порядочным и всегда при всех возможностях делать добро окружению.